Поскольку мы приближаемся к концу января, я здесь с распростертыми объятиями, готовый благословить вас и наполнить вашу жизнь радостью. Я знаю, что за последние несколько месяцев вы столкнулись со многими проблемами и тревогами, но пришло время оставить печаль и разочарование позади. Ваша вера подобна яркому свету, который вдохновит и удивит тех, кто сомневался в вас. Те, кто насмехался над тобой, будут удивлены, и те, кто желал твоего поражения, увидят твой подъем. Прямо сейчас я здесь, чтобы провести вас через неопределенность и привести в место, где изобилуют духовные благословения. Помните, вы никогда не были неудачниками и не будете, жизнь и сила принадлежат вам. Это ваше право процветать, быть счастливым и достигать своих целей. Когда вы столкнетесь с трудностями, не бойтесь, ведь я на вашей стороне. Вы пересечете бурные реки и испытания, но выйдете невредимым. У вас есть сила преодолеть все препятствия, и ничто не причинит вам вреда. Уверяю вас, что мои благословения будут окружать вас. Специально для вас разрабатывается замечательный план. Если вы готовы приветствовать его в своей жизни, дайте мне знать в комментариях, написав «Обнимаю». Следуйте правильным путем, и чудеса, которые вы ищете, найдут путь к вам. Доверься мне, отдай свое сердце и следуй моим советам, ибо я дам тебе силы и терпение, чтобы преодолеть любое препятствие, которое может возникнуть. Двери благословения открыты для вас. Мужественно поднимайтесь, решительно встречайте трудности и не позволяйте страху одолеть вас, потому что лучшие дни уже не за горами. Эти слова запечатлеются в вашем сердце и будут резонировать в вашей душе каждое утро. Вы больше не будете просыпаться унылым или грустным. Цепи, связывавшие вас, разорваны, проклятия, преследовавшие вас, исчезнут, и ваша надежда обновится. Ваша улыбка будет сиять, а уверенность на вашем лице вызовет уважение. Вы собираетесь войти в мир чудес и чудесных благословений. Удивительные вещи произойдут с вами и теми, кого вы любите. Подготовьтесь к этому новому этапу своей жизни и примите подарки с благодарностью. Держите свое сердце благодарным и всегда помните, кто благословляет вас. Услышьте мое слово, укрепите свою веру и наполните свой разум обещаниями улучшения. Знай, что я всегда присматриваю за тобой, особенно в этом месяце. Я защищу тебя от скрытых опасностей и невидимых атак. Ходите с верой, как храбрый воин, и не позволяйте врагам обмануть вас. Неважно, кто против тебя, я твой отец и буду защищать тебя изо всех сил. Я сверну горы, чтобы обеспечить ваше счастье и благословение. Я здесь, чтобы облегчить ваши страдания, защитить вас во время опасности и удовлетворить ваши потребности. Моя поддержка вечна для вас, вашей семьи и будущих поколений. Я желаю вашей веры, вашей искренности, вашего послушания, вашей настойчивости, вашей решимости и вашей настойчивости во мне, в моем слове и в моем присутствии. Не беспокойтесь о будущем. Доверься мне и передай все в мои руки, ибо я твой Отец и твой Бог. Время, которое у вас есть, это жить полноценно. Не волнуйтесь слишком сильно. Если вы решите не доверять мне и позволите тревоге овладеть вами, это принесет только печаль в ваше сердце и беспокойство в ваше тело. Дай мне время. Ищите мое лицо каждый день.
Подготовьте свою душу. Я открываю дверь изобилия. Будьте готовы к счастью и добро пожаловать в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного, а для тебя все достижимо, потому что ты остался тверд в своей вере и верности. Я благословлю вас обильно. Молитесь с верой в трудные времена. Позвоните мне, и я отвечу вам невероятными и сверхъестественными вещами. Эти слова дадут вам силу, которой вы никогда раньше не знали. Ты взлетишь высоко, как орел, достигнув высот моего славного величия. Оттуда вы станете свидетелем прихода новых благословений. Ты знаешь, что я говорю правду и что я глубоко люблю тебя. Я всегда был рядом с тобой, когда ты нуждался во мне, и я здесь сейчас готов забрать тебя, залечить твои раны и помочь вернуть все, что принадлежит тебе по праву. Этот январь полон для вас триумфа, победы, счастья и провизии. Начните этот месяц с обновленным духом и верой, которые вы получаете сегодня. Слушайте это послание ежедневно, пока я запечатлеваю его в вашей душе. Поделитесь этим с теми, кого вы любите. Откройте свое сердце, чтобы принять его, и почувствуйте огромную радость от осознания того, что ваш Небесный Отец рядом с вами и что в этом январе вас ждет великое благословение. Поверьте в меня, и я буду изливать благословение на вашу жизнь, пока не потекут слезы радости. Не позволяйте разочарованию одолеть вас. Я слушаю тебя, защищаю тебя и помогаю тебе. Я тот, кто исцеляет, освобождает, спасает и процветает. Ищите меня всем своим сердцем и никогда не забывайте чудеса, которые я приготовил для вас. Позвольте себе наполниться покоем и вниманием, прислушайтесь к моему голосу и оцените мое слово. Ты чувствуешь, как мой дух касается тебя. Пришло время изменить свою жизнь, сказать достаточно о гневе и дурном влиянии. Сегодня тот день, когда можно полностью отдаться моей любви. Когда я говорю с тобой с любовью, не отвергай меня. Когда я нежно зову тебя, не игнорируй меня. Когда я твердо поправлю тебя, держись моей сострадательной любви. Я освобожу тебя от врага, исцелю твое раскаявшееся сердце и защищу тебя от зла. Ваши ежедневные молитвы с верой получают ответ. Я жду тебя каждое утро и ценю то, как ты общаешься со мной, с уверенностью, что я отвечу тебе. Я забочусь о тебе и никогда не оставлю тебя. Если вы доверяете этим словам, покажите мне в комментариях, написав «Со мной Бог». Когда ты устанешь, знай, что я рядом с тобой. Ты можешь положить голову мне на плечо и поговорить со мной. Я твой друг и не сужу тебя, твои секреты меня не волнуют. Всегда помните мои слова, размышляйте над ними, ибо они помогут вам сосредоточить свои мысли. В настоящем будущее предлагает много возможностей, и только те, кто смело смотрит в будущее, полны решимости сражаться и побеждать, проявляя настойчивость и веру, добьются победы. Дверь примирения открыта для вас, выбери путь прощения. Те, кто причинял вам боль и смеялся над вами, узнают это и вернутся в вашу жизнь. Они увидят, что я рядом с тобой и всегда буду рядом. Вы станете лидером в своем сообществе и измените жизнь многих людей к лучшему. Верьте в это и готовьтесь, потому что это произойдет. Не бойтесь, ведь вам ни в чем не будет недостатка.
Изобилие придет к вам, относитесь к этому мудро и делитесь этим со смирением. Когда вы преклоняете колени, чтобы помолиться, начните с благодарности за все благословения, которые вас ждут, даже за те, которые еще не пришли. Когда вы молитесь с радостью и верой, поймите, что ваши слова имеют невероятную силу и услышаны на небесах. Я хочу, чтобы вы возвысили свой голос в знак благодарности и воздали хвалу, потому что вы участвуете в духовной битве. Я хочу вам сказать, что негативные чувства уходят из вашей жизни и никогда не вернутся. Сегодня ваш дом окутает атмосфера умиротворения. Не стесняйтесь открывать двери и окна, потому что никакого вреда не проникнет. Мои ангелы окружают вашу семью, готовые защитить вас от любой духовной атаки. Поймите глубоко в своем сердце, что вы не продукт случая. Я избрал тебя и буду чтить тебя, изливая благословения перед теми, кто когда-то презирал тебя. Я открою небеса и дам вам возможность процветать в изобилии. Получите эти слова, которые обновляют вашу душу. Мой Святой Дух дает жизнь вашему сердцу, и моя сила навсегда избавляет вас от бремени. Когда тебя одолеют трудности и наступит усталость, ищи убежище под моими крыльями. В этом мире никто не сможет дать тебе чистую и бескорыстную любовь, как я. Мне не нужны ваши материальные блага, хорошие предложения меня не впечатляют. Я защищаю тебя и забочусь о тебе просто потому, что люблю тебя и всегда прислушаюсь к твоим потребностям. Я хочу, чтобы вы научились помогать другим расти, становиться сильными и защищать наиболее уязвимых. Станьте мудрыми и процветающими, чтобы помочь нуждающимся. Сделайте шаг веры в духовный мир, где чудеса происходят естественным образом. Протяните руки свои, чтобы исцелить больных, это моя воля. Освободите себя от финансовых проблем и зарабатывайте на достойную жизнь. Не топите себя в долгах, вам больше не о чем беспокоиться. Не становитесь рабом своих кредиторов. Если вы найдете кого-то нуждающегося, протяните руку с уверенностью и провозгласите мое слово разорвать цепи, связывающие их. Я могу рассчитывать на то, что вы продемонстрируете мою доброту своими действиями. Если да, то докажите это в комментариях, написав «Вот я, Господь». Молитесь и ходатайствуйте за свободу нуждающихся. Когда вы помогаете нуждающимся, ваши искренние пожертвования многократно умножаются. Помогайте всем, кому можете, без колебаний. Возможно, по пути вы встретите ангелов, ищущих одежду и еду, чтобы испытать ваше сердце, тем самым еще больше умножив свои благословения. Вы входите в новую жизнь, в сверхъестественный мир. Приготовьтесь стать свидетелем чудес и использовать данную вам власть, чтобы противостоять врагу. Молитесь ежедневно, входите в мое присутствие и ищите мудрости. Откройте Библию, вникайте в пословицы и псалмы, запоминайте прочитанное и провозглашайте это вслух. Потому что я запечатлеваю эти слова в твоем сердце. Я хочу, чтобы вы каждый день питались моим словом и узнавали что-то новое. Подивитесь жизни веры, которой живут мои слуги. Наблюдайте за знамениями времени, но помните, не вступайте в споры из-за моих обещаний. Не стремитесь продемонстрировать свои знания другим, покажи свою веру, доверившись мне. Смело обращайтесь к нуждающимся с любовью и состраданием. Приходите слушать меня ежедневно,
помните, что я уже простил ваши проступки и освободил вас. Вы больше не подвержены никаким порокам. Я предлагаю вам свободу, мудрость и сверхъестественный интеллект. Я знаю, что бывают моменты, когда ты чувствуешь себя одиноким и подавленным, но я хочу, чтобы ты знал, что я с тобой на каждом этапе пути. То, что причиняло вам боль в прошлом, больше не причинит вам вреда, потому что в моем присутствии есть свобода, мир, спокойствие и благословение. Позвольте мне изменить вашу жизнь и сделать ее новой. Пусть ваша верность и вера растут с каждым днем. Доверься моей любви, отдай мне свое сердце, позволь своим глазам сосредоточиться на моем пути и слушай, как мой голос шепчет внутри тебя слова любви. Я не хочу терять с тобой связь в те дни, когда вам не хочется молиться или разговаривать со мной. Я настаиваю, я буду. Дверь твоего сердца, протягиваю руку, чтобы принести мир твоей душе. Дом твой благословен, ангелы мои бдительны в каждом углу. Примите эту истину, вы больше не живете в рабстве страха. Хорошие и воодушевляющие дела, которые вы планируете сделать во имя мое, осуществятся. Я не говорю о поверхностном успехе или материальной выгоде, но написано, что вы совершите еще большие чудеса, потому что имеете мое одобрение от моего небесного престола. Не бойтесь успеха и не стыдитесь победы. Пришло время ваших побед, вы заслужили это, потому что вы сражались решительно и проявили свою веру. Сейчас настало время войти в мое присутствие и получить благословения, которые вскоре изольются на вас. Уверенно заявите, что вы верите в меня, доверяете мне и будьте мужественны, потому что я с вами в трудную минуту. Не волнуйся, моя дорогая, потому что я всегда рядом, чтобы утешить тебя и принести тебе покой, в котором ты нуждаешься. Несмотря на то, что мир неопределенен и люди обеспокоены, со мной вы и ваша семья в безопасности. Я удовлетворю все ваши потребности. Поскольку я ваш благосклонный поставщик, если вы в это верите, напишите в комментариях «Верю, Господи». Я понимаю проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, и знаю, что они являются частью более масштабного плана вашего благополучия. Я говорю с вами с любовью, предлагая вам надежду в трудные времена. Я буду рядом с тобой, когда ты будешь нуждаться во мне больше всего, поскольку я твое убежище и твоя сила. Я поддерживаю тебя своей милостью, своей верностью и своим терпением. Всегда сохраняй доверие ко мне. Помните, что нас с вами объединяет вечная связь. Не волнуйтесь, когда кажется, что все потеряно. Я всегда рядом с тобой и никогда тебя не оставлю. Иногда нетерпение может взять верх, и вы задаетесь вопросом, как справиться со своими проблемами. Но мои обещания ясны. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и не зацикливайтесь на тривиальных вещах. Оставьте ложь и клевету позади, не перегружайте себя чувством вины. Не позволяйте наблюдению за действиями других украсть вашу радость. Вспомните свое собственное путешествие, у тебя есть семья. Независимо от того, поддерживают ли они вас или игнорируют, любят вас или ненавидят, стойте твердо, потому что вы обладаете богатой мудростью, которой я вас наделил. Отпустите эмоции, которые пытаются заключить вас в тюрьму, и сохраните радость. Сосредоточьтесь на своей миссии, заботьтесь о тех, кого вы любите, преданностью, трудом, вниманием и молитвой. Не тратьте зря дни, которые я даю вам.
я дарую вам здоровье и мужество, окружая вас благословениями, пока вы благословляете других. Таким образом, я укреплю вас и удовлетворю все ваши потребности. Ищите прежде всего мое царство и мою праведность, а все остальное приложится. Когда в жизни возникают трудности, закрой глаза и поговори со мной уверенно и искренне, как ты это делал в детстве. Придите ко мне с невинной верой, чистой и простой, без страха наказания. Мое самое большое желание, чтобы вы любили меня и знали меня, жили со мной вечно и защищали вас и вашу семью от вреда. Я открою тебе свою любовь нежным и сверхъестественным образом, но прошу тебя прийти таким, какой ты есть, не скрывая ни своих путешествий, ни своих неудач, потому что они меня не пугают. Желаю тебе успехов во всех сферах твоей жизни, потому что все, что тебе нужно для процветания, находится внутри меня. Могут быть моменты, когда ваши ресурсы кажутся ограниченными, но помните, я ваш пастырь, а вы мои овцы. Моя миссия – защищать вас и заботиться о вас, удовлетворяя все ваши потребности. Поэтому будьте старательны, добры и избегайте жалоб. Не игнорируйте эти слова, позвольте мне рассказать вам о благословениях, которые я приготовил для вас. Ваши глаза станут свидетелями прекрасного прилива любви, превосходящего все, что вы испытывали раньше. Я обниму твое сердце, облегчу твои печали, очистю твои эмоции и обогатю твою жизнь. Я написал «Аминь» в комментариях, чтобы подтвердить вашу готовность прислушаться к моим словам. Я полностью понимаю ситуацию, в которой вы оказались, и страдания, которые вы испытываете. Битвы, с которыми вы сталкиваетесь, уникальны, и ваши эмоции временами могут показаться запутанными. Но знай, когда ты чувствуешь себя слабым, я здесь, чтобы поддержать тебя. Я не позволю тебе утонуть, позволь мне быть с тобой в трудную минуту. Я буду заботиться о твоей душе и навсегда облегчу твою боль. Многие могут не понять, но я понимаю. Я знаю ваш прошлый опыт и путь, по которому вы сейчас идете. Пока другие видят только поверхность, я вижу твое больное сердце. Я хочу помочь вам снять бремя, которое вас тяготит, и освободить из тюрьмы тревог. Я разрываю цепи, которые все еще связывают тебя с прошлым. Я сниму повязку с твоих глаз и открою тебе будущее, полное добра и мира, которое я приготовил для тебя. Те, кто не понимает, рискуют остаться позади, потому что они потеряли веру. Если хочешь остаться со мной, держись от них подальше. Не бойтесь дороги впереди, вы не будете одиноки. Я защищу тебя от невзгод и направлю своей мощной поддержкой. Перед вами пройдет армия ангелов, защищая вас от врагов. Ваша жизнь скоро изменится, и вы будете довольны принятым решением. Ты был чувствителен, когда я коснулся твоего сердца и открыл мне дверь. Мы будем вместе навсегда. Боль, которую вы чувствуете сейчас, уйдет в прошлое, и ваша жизнь будет полна любви и счастья. Я изолью на вас свою милость и доброту, и вы будете обильно благословлены. Все будет по-другому. Знай, что я глубоко люблю тебя и что я здесь ради тебя. Не бойтесь сюрпризов этого дня, слушая мой голос, проникающий в глубину вашего сердца. Мой свет рассеет всю тьму, окутывающую твой разум. Мой Святой Дух останется с тобой и никогда не покинет тебя. Когда ты со мной, нет места страху.
Грядет много перемен, и когда все это закончится, вы уже не будете прежним человеком. Я снимаю завесу, закрывающую ваше духовное видение. Я здесь, чтобы открыть вам что-то необычное, что-то, что навсегда изменит вашу точку зрения. Я предлагаю вам дар мудрости, освещающий ваши слова и стирающий прошлые суждения, которые когда-то подавляли вас. Сегодняшний день знаменует начало вашей трансформации, и вскоре вы, как и окружающие, увидите перемены в себе. Я привел вас к этому моменту, чтобы вы могли прожить жизнь, полную триумфов, не подверженную влиянию суждений других или поражений. Вам больше не нужно одобрение окружающих, и их слова не повлияют на вас. Я открываю для тебя множество дверей, и ты пройдешь через них уверенно и решительно. Негативные новости вас не остановят, сплетни не обеспокоят, клевета не запугает. Вы победитель среди победителей, враг не смог победить вас. Вы победитель, и ваша любовь, преданность делу и смелость были вашими сильными сторонами. Воспитывайте в себе доброе и смиренное сердце, которое останется непоколебимой. И, кстати, ваша вера непоколебима. Сегодня получите это благословение и позвольте этим словам глубоко запечатлеться в вашей душе. Вы рождены свыше, и страх больше не имеет над вами никакого контроля. Даже в трудные минуты я буду рядом, чтобы держать тебя на руках, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Не говорите «я не могу», не заявляйте «я не имею» и не провозглашайте «меня нет», ибо я тот, кто может, тот, кто имеет, и тот, кто есть. Подожди, принимай вызовы без страха, потому что я на твоей стороне. Я обеспечу ваши нужды, я удовлетворю вас. Все, что вам нужно делать, это слушать, подчиняться и уверенно двигаться к своим целям. Не смотри вниз, потому что я держу тебя за руку. Ничто не может причинить вам вреда. Я твой нерушимый друг, тот, кто никогда не подводит, кто не лжет, кто не меняется. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, улыбаюсь вместе с тобой в зеркале, чувствую твою боль, когда тебе больно, радуюсь твоим достижениям, помогаю добиться успеха, подхватываю тебя, когда ты спотыкаешься, и протягиваю руку, когда ты нуждаешься во мне больше всего. Я Иисус, твой Господь. Не бойтесь, не разочаровывайтесь и не доставляйте критикам удовольствия видеть ваше поражение. Сделай это для себя, для своих близких, но прежде всего делай это, зная, как сильно я тебя люблю. Я прошел путь боли, который привел меня к жестокому кресту, и я сделал все для тебя, из любви, из прощения, чтобы ты смог освободиться, исцелиться и спастись. Помните, что я рядом с вами в самые трудные минуты. Вместе, рука об руку, мы встретим страдания. Я прошу вас взять на себя обязательство не сдаваться и обещаю быть рядом, давая вам силы, воодушевление, мир, уверенность, утешение, мудрость и радость. Сейчас настало время открыть глаза и посмотреть в будущее. Твои мечты и желания – это не просто фантазии, это семена, которые я посеял в твое сердце. Поэтому избавьтесь от сомнений и неверия. Даже если ресурсы ограничены, а будущее кажется неопределенным, даже перед лицом несправедливости и проблем, с которыми вы сталкиваетесь, помните, что я уже шел по этому пути раньше. Я гарантирую вам, что в этом мире вы встретите трудности, но поверьте мне, потому что я победил мир. Я наполню твое храброе сердце огнем,
радостью и победой. Знай, что я никогда не оставлю тебя одну. В этой ситуации ты победишь, потому что сегодня я дарую тебе победу, потому что ты мой любимый сын, моя любимая дочь. Я активно работаю над вашей жизнью, вашим здоровьем, вашей работой и вашей семьей. Я открываю важные двери, которые изменят вашу нынешнюю ситуацию. Мои руки направляют ваши дела и решают их. Так поднимите свои головы и больше не плачьте, ибо я приношу свои могущественные благословения. С сегодняшнего дня я приглашаю вас каждый день приходить к моему алтарю и благодарить за чудеса, происходящие в вашей жизни. Тепло примите меня в свой дом, и пусть все члены вашей семьи уважают меня и жаждут моего присутствия. Я меняю сердце, прогоняю печаль и боль. Те, кто был в отчаянии, найдут повод снова улыбнуться. Я очищаю твой дом от болезней и нужды, наполняя каждый темный угол своим светом и спасением. Я несу бесконечную любовь и мир. Я защищаю вашу жизнь и жизнь тех, кого вы любите, под своим защитным щитом. Они укрыты под моими крыльями, где они будут в безопасности. Я не позволю злу достичь их. Я поведу вас путями справедливости и любви, свободными от забот, сомнений и страхов. Знай, что я глубоко люблю тебя и забочусь о тебе и о тех, кого ты любишь, с нежностью и любовью. Откройте свое сердце, чтобы получить всю любовь, которую я могу предложить. Проводите больше времени в моем присутствии, в безмятежности природы, где я буду питать вашу душу и обновлять ваше существо. Моя сила работает в вашей жизни, открывая двери, рассеивая негатив и устраняя препятствия, стоящие на вашем пути. Я смыл твои грехи, прогнал усталость и отсутствие энтузиазма, чтобы ты становился сильнее с каждым днем. Поверьте, ведь все работает в вашу пользу, поскольку мои ангелы неустанно трудятся, чтобы благословить вас, укрепить вашу веру и со страстью прославить мое имя. Потому что ты глубоко любим мной. Когда страх и отчаяние стучатся в твою дверь, когда сомнения и неуверенность пытаются одолеть тебя, когда печаль и усталость угрожают завладеть твоим сердцем, помни о моем присутствии. Я всегда буду рядом с тобой, даже когда твои эмоции заставляют тебя чувствовать себя одиноким. Если у вас есть в этом уверенность, заявите в комментариях: «Бог никогда не оставит меня». Знайте, что вы не одиноки. И если вам хочется плакать, пусть эти слезы будут радостью, потому что моя любовь окружает вас, моя привязанность окружает вас, и мой дух ведет вас. Будьте уверены, когда вы будете молиться и взывать о моей помощи, я прикажу небесам послать множество ангелов, которые будут действовать от вашего имени. Я посылаю радость, чтобы наполнить ваше сердце и рассеять все сомнения. Я посылаю мудрость, чтобы дать вам ясность и решение ваших проблем. Я кладу свою могучую руку на твой разум, наполняя его безусловной любовью и спокойствием. Когда вы столкнетесь с трудными временами и обратитесь к молитве, небеса начнут работать в вашу пользу. Очень важно, чтобы... Осознайте важность, силу и ценность ваших молитв. Вы знаете, что я могу свернуть горы, чтобы помочь вам удовлетворить все ваши потребности. Я не желаю видеть, как дети погружаются в проблемы, печаль или разочарование. Я создал тебя для жизни, наполненной во всех отношениях,
и чтобы испытать ее, ты должен отдать мне свое сердце и позволить мне заботиться о тебе, как никогда раньше. Моя благодать приносит спасение, моя милость очищает, а моя любовь делает тебя победителем. Так что празднуйте и улыбайтесь, верьте, потому что в вашу жизнь приходит полное обновление. Сегодня я говорю с вами, полной любви и желания глубокой связи. Я слышу ваши молитвы и хочу, чтобы вы знали, что я здесь с вами. Я понимаю боль и печаль, которые давили на твое сердце в прошлом, но с этого дня оставь это позади. Приближаются новые времена, и когда они наступят, примите их, чтобы они вошли в вашу жизнь и изменили вашу реальность. Эти благословения исцелят раны в вашем сердце и избавят вас от них. Духовная слабость. Сегодня я вселяю в вас веру и решимость. Моя цель – дать вам почувствовать себя целостным и не перегруженным жизненными трудностями. Знай, что я глубоко люблю тебя и что чудо, которого ты желаешь, произойдет. Продолжайте молиться и верить без колебаний, пока это не сбудется. Глазами веры вы теперь можете визуализировать это. То, что ты от меня просишь, я сделаю, потому что ты любишь меня искренне и преданно. Все произойдет в нужное время. Я осыпаю вас своими благословениями и надеюсь, что вы поделитесь этими благословениями с другими. Будьте светом доброты и сострадания в жизни окружающих вас людей. Все, что вы поддерживаете и о чем заботитесь, будет процветать за пределами вашего самого смелого воображения. Я всегда хотел обильно благословить вас, но требую от вас непоколебимой веры и настойчивости. Не расстраивайтесь, когда возникают трудности. Я с любовью дарую вам свои благословения, и вы можете наслаждаться ими и делиться ими. Мое благословение включает обеспечение, изобилие, здоровье и гармонию в вашем доме. Принесите мир в свою душу, смелость в свое сердце и защиту в свою семью. Когда вы благословлены, не ищите внимания или одобрения от других. Вместо этого поблагодарите меня. Мои слова и верю в них. Мои благословения не для тех, кто сомневается, жалуется или сокрушается. Вместо того, чтобы просто читать и верить моим написанным словам и обещаниям, действуйте. Поднимитесь и используйте свою силу, чтобы сделать то добро, которое вам предназначено. Если желаете, напишите в комментариях «Вот я, Господи». Пришло время верить, думать, планировать и мечтать. Приближаются дни ваших божественных благословений. Я выбрал тебя еще до твоего рождения, дав тебе сильное сердце, чтобы противостоять вызовам. Вы снова проявите смелость и выйдете победителем из нынешней ситуации. Я даю тебе свой покой. Так что не сомневайтесь, вы принадлежите к победителям, а не к побежденным. Не убегайте и не отступайте. Я предоставлю вам силы и ресурсы, необходимые для того, чтобы пройти чудесный путь, который вас ждет. Вы неоднократно просили меня благословить вас и процветать, и теперь перед вашими глазами открывается прекрасная возможность. Не расстраивайтесь, если вы еще не до конца осознали масштабы этого чудесного благословения. Очистите свой разум, исправьте свое сердце и вернитесь к моему слову, где вы найдете мудрость и руководство на этот сезон. Я с вами, не сдавайтесь, идите вперед с непоколебимой верой и без страха. Я уже спасал тебя во многих ситуациях раньше и обещаю спасти тебя снова,
но я хочу видеть твою преданность и настойчивость в вере. Пусть ваше обязательство не будет пустым обещанием. Отдайте мне все свое сердце, и вы сможете победить любого, кто попытается противостоять вам ложью и обманом. Те, кто попытается опорочить своей жестокостью, не добьются успеха. Я тот, кто может позаботиться обо всех ваших потребностях, даю вам слово. Я никогда не оставлю тебя и всегда буду рядом с тобой. Я хочу, чтобы ты был смелым и доверял мне. Не позволяй страху или запугиванию управлять тобой. Ты мой сын или дочь, и в тебе есть смелость. Моя могучая рука всегда защитит тебя. Не ваша сила, а моя сотворит чудеса в вашей семье, в ваших финансах и в вашем здоровье. Оставайтесь сильными и делайте все, что в ваших силах, но не разочаровывайтесь, пытаясь изменить то, что находится за пределами вашей человеческой досягаемости. Помните, что для меня все возможно, и я буду действовать в своем темпе и по своей воле. Многие из семян, которые вы посеете, вырастут в чудеса, которые укрепят вашу веру и лишат вас дара речи. Потерпи. Я приказываю тебе подождать и довериться мне. Не бойтесь, не сомневайтесь, продолжайте упорствовать и упорствовать, но также покойтесь во мне и ждите чудесного чуда, которое я собираюсь совершить. Когда придет время, вы это увидите. По мере приближения этого дня вы почувствуете мое присутствие и первыми заметите небольшие изменения. Но когда вы меньше всего этого ожидаете, долгожданное чудо предстанет перед вашими глазами. Ваше здоровье восстановится, ваши финансы изменятся, а сердце людей, которых вы любите, изменится. В конце концов ты получишь все, что тебе нужно и пожелаешь, сын мой, дочь моя. Питайтесь моим словом, оно – источник вашей силы и вашей надежды. Ищите меня каждый день, выделяйте минуты молчания только для нас. Помните, что молитва – это не только просьба, но и демонстрация вашей веры и настойчивости. Продолжайте молиться, и я наполню вас и вашу семью своим присутствием, окутывая вас всех своей любовью. Я хочу, чтобы ты хорошо сдержал мои слова. Я приду и совершу для тебя это великое чудо. Так что ждите терпеливо и в комментариях покажите мне свою любовь, написав «Я люблю тебя, Господи». Знай, сын мой, дочь моя, что я глубоко люблю вас и доволен мужеством и верой, которые вы проявили до сих пор. Я горжусь тем, что являюсь твоим любящим отцом, и ты, дорогой сын, дорогая дочь, решил прислушаться к моему слову и провести время в молитве. Своими словами, своими действиями, своим мировоззрением, своим характером и своей сущностью вы станете божественным инструментом, посредством которого произойдет это чудесное чудо. В моих глазах ты имеешь глубокую ценность. Я постоянно выражаю вам свою любовь и прошу вас поделиться этой любовью с теми, о ком вы заботитесь. Им нужна поддержка, и у вас есть вера. Сообщите об этом сегодня. Дайте им понять, что вы понимаете самую сокровенную часть их души. Подойдите к ним ближе. Положите руки им на лоб, благословите их и помолитесь за их имена. Посвятите всю свою любовь, ресурсы и время особенно тем, кого вы цените, тем, кто является частью вашей жизни. Подумайте о своих родителях, своих близких и тех, кто отдалился друг от друга из-за прошлых проступков. Простите их, любите их и относитесь к ним с добротой.
Вы испытаете процветание и благословение в своей семье. Вы будете жить в гармонии и пожинать чудесные плоды своих молитв и усилий. Потерпи. Пусть они знают, что после трудных дней они смогут вернуться в тепло дома, ведь это единственное место, где они найдут настоящую любовь. Будут моменты, когда вы укажете им на недостатки и покажете правильный путь. Если они примут вашу любовь, они также примут и ваш совет. Если вы не можете им доверять, обратитесь к молитве. Я работаю в их сердцах, и однажды они признают свои ошибки, и я буду направлять их. Когда в семье конфликты, идите на молитву. Избегайте накопления гнева и разочарования, оставьте эти негативные эмоции тем, кто не знает моей благодати. Всегда есть решение ваших проблем, и ответы всегда ждут на ваши вопросы. Предлагаю решение ваших проблем. Попросите меня о помощи, когда вы почувствуете искушение повысить голос или ответить в гневе, чтобы не обидеть Святого Духа, живущего в вашем сердце. Ищите убежище во мне, когда вы больше не можете найти прибежище. Позвоните мне, и я отвечу. Когда вам понадобится помощь, знайте, что я буду рядом, чтобы протянуть руку помощи во всех ваших начинаниях. Я буду вести вас с любовью, обеспечивая вашу безопасность. Ваш дом будет глубоко благословлен, наполнен миром, переполнен радостью и изобилует провизией. Потому что нет ничего вне моей досягаемости, сын мой. Ничто не находится за пределами моей досягаемости. Сегодняшний день знаменует собой начало нового дня. Ты будешь благословлен многими благословениями, и помни, что я твой пастырь, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Я ваш поставщик, и все, что вам нужно в вашей жизни, будет вам предоставлено. Я твой целитель и окружаю тебя своей любовью. Я дарую тебе восстановление. Я твой хранитель в тени моего мира, и ты останешься в безопасности. Если вы благодарны, выразите свою благодарность в комментариях, написав «Спасибо тебе за все, Господь». Мои слова верны, мои обещания нерушимы. Все, что я сказал вам раньше, все чудесные обещания, которые я дал, сбудутся, потому что я божественный, и ложь не является частью меня. Я буду вести тебя по пути, который я проложил для тебя, всегда и при любых обстоятельствах. Я с вами, какой бы сложной ни казалась ситуация, с которой вы можете столкнуться. Вы можете считать свою ситуацию непреодолимой, но доверьтесь мне с непоколебимой верой. Доверяйте мне свои проекты каждый день, поставьте меня в авангарде всех своих усилий, потому что я всегда буду рядом, чтобы помочь вам. Я показывал свою любовь даже в самые мрачные времена. Когда ты думал, что твои грехи отдалили тебя от меня, все тебя покинули, некоторые оклеветали тебя, нанесли тебе вред, умолили тебя и ранили твою душу. Они бросали в вас отчаянные слова, пытались проклясть вас и почти украли ваши благословения. Ты чувствовал себя на грани отчаяния, но, как и прежде, я вытащил тебя из бездны запустения. Не позволяй сомнениям терзать тебя, не сомневайся. Подтвердите устами своими, что вы будете доверять мне несмотря ни на что, с какими бы трудностями вы ни столкнулись во всех своих начинаниях. Вы выйдете победителем. Я тебя люблю. Не позволяй сердцу твоему тревожиться, необыкновенные благословения уже в пути, сын мой, дочь моя. Близко время, когда вы вернете утраченное.
Вы увидите, что ничто не находится за пределами досягаемости вашего Бога. Ваша судьба находится в пределах моей досягаемости, и ничья другая. Даже в бесплодных местах, где другие сожалеют о нужде и нужде, я сделаю вас процветающими. В том же месте, где другие думали, что отказываются от своей мечты. Здесь и сейчас найдите свои силы, ваши мечты возродятся, и вскоре вы добьетесь успеха. Все, что должно было вас унизить, я преобразовал, чтобы поднять вас. То, что кажется трудным испытанием, станет мощным свидетельством. Завтра великое чудо уже в пути. Ваши молитвы были услышаны, и я намерен дать вам больше, чем вы просили. Поверьте мне, потому что я удивлю вас невероятными чудесами. Храни веру в меня, даже когда твой путь кажется неопределенным. Независимо от того, как низко ты упал, моя рука сможет поднять тебя. Хотя иногда я кажусь молчаливым, я никогда не отсутствую. Я буду поддерживать тебя, пока ты не добьешься успеха, мое время выстроено в твою пользу. Воспользуйтесь этим моментом и действуйте. Когда я говорю вам двигаться вперед, двигайтесь вперед. Когда я прикажу тебе встать, встань. Если я заявляю, что вы победитель и завоеватель, запомните мои слова и не цепляйтесь за ошибки прошлого. Прошлое позади, и я полностью изменил твою жизнь. Ты никогда не был неудачником. Противник знает о нестабильности внутри вас и использовал ее, чтобы украсть и причинить вред. Но я верну все, что было у вас отнято. Примите жизнь эмоциональной свободы, перестаньте винить себя за прошлые ошибки, не отказывайте себе в возможности добиться успеха. Продолжайте расти в вере и учитесь больше доверять мне. Я направлю тебя к достижению того, что может показаться тебе невозможным, но для этого ты должен полностью довериться мне всем своим сердцем. Если да, напишите в комментариях: «Я доверяю тебе, Господь». Пойми, мой дорогой сын, моя любимая дочь, мой избравший тебя, чтобы ты был каналом благословений для тех, кто близок к твоему сердцу. Так что не зацикливайтесь на текущей ситуации. Встаньте и преодолейте воображаемые преграды, которые вы сами перед собой поставили. Примите тот факт, что вы являетесь частью моей семьи. Трудности, с которыми вы столкнулись в прошлом, подготовили вас к эмоциональной смелости, свободе от необоснованных страхов и мудрости, позволяющей принимать правильные решения и выбирать хороших друзей. Вы находитесь на правильном пути, соответствуете моим планам и готовы вступить в новую фазу, полную удивительных чудес. Приходящие благословения наполнят вашу жизнь верой, силой и радостью. Принимайте их с уверенностью, они принадлежат вам. Я подниму тебя еще раз и продолжу благословлять тебя. Я стремлюсь залечить ваши раны и укрепить вас, чтобы вы могли полностью оправиться от невзгод, с которыми столкнулись. Я впечатлен вашим прогрессом. И поскольку ваше доверие ко мне помогло вам, время, которое вы проводите со мной каждый день, закрывая глаза и делясь своими переживаниями о своей семье, это драгоценные моменты, которые я глубоко ценю. Эти моменты станут значимыми благословениями, когда я поддержу тебя. Ты не упадешь, когда я держу тебя, ты держишься твердо. Тебе нужна моя помощь каждый день, и это нормально. Ваши трудности и слабости меня не разочаровывают. Я ценю вашу искренность, когда вы поделились со мной проблемами, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно.
С самого начала я выбрал тебя, зная, какие трудности встанут на твоем пути. Вы когда-нибудь задумывались, почему в вашей жизни происходит так много всего? И я отвечу вам, показав все победы, которых вы уже достигли. У вас было стремление выделиться из толпы. Я создал тебя таким, и это возбудило зависть у тех, кто не понял моей руки на тебе. Некоторые даже ненавидели вас без видимой причины. Теперь вы понимаете, многие перестали вас ценить просто потому, что вы не соответствуете ожиданиям мира. Я выбрал тебя еще до создания Вселенной. Твое присутствие здесь не случайно. Некоторые унижали вас, причиняли вам боль и заставляли поверить, что вы не заслуживаете успеха или счастья. Но пришло время вашей победы и вашего исцеления. Многие из ваших оппонентов увидят ваш рост. Пришло время оставить позади весь негатив, включая сожаление, чувство вины и необходимость угодить другим. Ты мой любимый сын, моя дорогая дочь, достойная, потому что моя любовь очистила твои грехи. Я преобразил тебя, и моя любовь всегда будет с тобой, потому что я люблю тебя безоговорочно. Я всегда буду рядом с тобой, мое мнение о тебе никогда не изменится. Скажите мне теперь от всего сердца, что вы принимаете этот дар. Слушайте внимательно и не отворачивайтесь от этих слов, потому что они для вашего же блага. Я люблю тебя вечно и хочу окутать тебя любовью, доставить тебе большое утешение. Даже в трудные времена вы будете чувствовать себя защищенными, исправленными, благословенными и глубоко любимыми. Однако, поскольку вы живете в моем сердце, есть кое-что важное, чем я хочу поделиться с целью вашего внутреннего исцеления. Имейте это в виду, для меня нет ничего невозможного. Во время этого чудесного путешествия, во время которого вы постепенно узнавали меня, вы восприняли, поняли и поверили моему слову, которое никогда не подведет. Однако есть кое-что, о чем следует упомянуть не для того, чтобы обескуражить вас, а для того, чтобы помочь вам понять, если вы послушаетесь меня, если последуете моему совету, благословение умножится. Пожалуйста, примите и усвойте эти слова, которые я собираюсь передать, потому что они содержат ключ к открытию дверей рая и соединению с божественным и сверхъестественным царством. Вы должны устранить все жалобы и негатив из своего сердца. Я ценю вашу невероятную веру, но не позволяйте яду жалоб поглотить вас. Уберите из своих слов негатив и дистанцируйтесь от друзей, которые постоянно сеют сомнения, раздоры и претензии. Ищите компанию мудрых. Сегодня примите важное решение, поверьте в меня и откройте двери благословениям, которые вас ждут, оставив жалобы позади и приняв веру. Если вы решите сохранить надежду и отбросить негатив, в вашей жизни произойдут невероятные вещи. Благословений, обеспечения свободы, исцеления, семейной гармонии и души, переполненной счастьем. Эти дары проникают в ваше сердце, потому что вы решили довериться мне. Я очень люблю тебя, мой дорогой сын, моя любимая дочь. Стойте твердо в своей вере. Оставьте свои сомнения и жалобы позади. Не сражайтесь в одиночку. Позвольте мне осыпать вас благословениями и раскрыть вам огромную любовь, которую я испытываю к вам. Скажи мне в комментариях, сын мой, моя дочь, что ты мне доверяешь. Напишите «Моя вера в Бога», чтобы заявить об этом.
Проклятия тех, кто противостоит вам, не коснутся вас, и ловушки, которые они приготовили, не увенчаются успехом. Я наблюдаю за каждым твоим шагом, за моментами отдыха и пробуждения. Мои ангелы окружают тебя, защищая твою жизнь и честь пылающими мечами. Я дарую тебе способность преодолевать трудности, делая тебя неуязвимым. Никто не будет иметь над вами власти. Ищите моего руководства, молитесь, поститесь и проводите время в молитве каждый день, чтобы получить мои благословения, руководство и защиту моего щита. Влияйте на жизнь тех, кто восстает против вас, унижая их и не давая им причинить дальнейший вред. Вы поймете, что доверие ко мне означает власть, честь, честность и правду. Многие люди вокруг вас, в том числе и вы, начнут более серьезно относиться к своей духовной жизни. Это непростая игра, идите с высоко поднятой головой, смотрите в небо, не оглядывайтесь на тех, кто пытался вас отговорить. Ты в моих руках, и я не позволю тебе упасть или попасть в ловушки, расставленные на твоем пути. Оставайтесь твердыми и не бойтесь угроз или насмешек. Их усилия сломить тебя ничтожны, они не смогут причинить тебе вреда, потому что им придется обо мне позаботиться. Когда мой величественный свет раскроет их злые намерения, их объявят трусами. Сохраняйте веру, всегда будьте честными и правдивыми, ведь победа уже за вами. Теперь покойтесь с миром, зная, что ничто и никто не может приблизиться к вам или вашей семье. Живите спокойно и забудьте думать об этих людях. Держись за мою армию ангелов света, которая всегда будет рядом с тобой. Моя любовь и мое зло никогда не достигнут тебя. Наслаждайтесь этим днем с радостью и передайте все свои заботы в мои руки. Моя армия ангелов света всегда будет рядом с вами, и я никогда не устану вам это показывать и рассказывать. Как сильно я тебя люблю. Ты достоин моей вечной любви. Не чувствуйте себя недостойным. Я хочу, чтобы все сомнения и страхи исчезли из твоей головы, и я желаю тебе быть счастливым каждый день, каждое мгновение. Моя любовь всегда доступна тебе, даже когда ты совершаешь ошибки. Я здесь, чтобы любить тебя и слушать тебя, потому что только моя любовь. У 2024 года еще есть время принести замечательные улучшения, открытия и чудеса. Современные удобства и возможности существуют уже давно. По моему мнению, пока ты меня впустишь, я буду продолжать терпеливо ждать у входа в твое сердце. Пожалуйста, не стесняйтесь открыть мне дверь. Я добрый и любящий Бог. Вы даже не заметите разницы, когда я позабочусь о ваших проблемах и заменю их чем-то совершенно новым. Моя цель – сыграть важную роль в вашей жизни и быть рядом с вами, пока вы этого добиваетесь. Когда вы впустите меня, я смогу наполнить вас радостью, уверенностью и жизненной силой одновременно. Бог предоставит вам возможность развлечься до конца месяца, ваше финансовое положение улучшится, и вы, возможно, даже почувствуете себя лучше. Чудесные вещи произойдут именно тогда, когда они вам понадобятся. Давайте вместе помолимся, великий Бог, чтобы Ты благословил меня крепким здоровьем, успешной карьерой, финансовой безопасностью и более тесными отношениями с моими близкими. Твоя мудрость, Твой мир и Твоя безграничная любовь. Всегда и до сих пор я имел к Тебе непоколебимое доверие.
В предстоящем феврале вы можете испытать некоторый личностный рост. Выздоровление и оптимальное физическое здоровье будут вашими, поскольку Бог раскрасит вашу жизнь так, как вы даже не могли себе представить. Я могу справиться с твоими проблемами, даже если твое сердце разбито, мой драгоценный малыш, так что не о чем беспокоиться. Когда вы думаете над 3 вопросами, из ваших глаз могут течь слезы. На протяжении всей своей жизни вы часто будете видеть руку Божью на своем лице. Предположим, на этой неделе мы хотим улучшить ваше благосостояние, ваши обязанности, ваши профессиональные отношения и ваши деньги. Чудо будет послано вам Богом, чтобы вы могли жить беззаботной жизнью. На этой неделе я увеличу ваши льготы. Воспринимайте мои выражения буквально, даже если они звучат превосходно. Я, божество умножения, хочу осыпать вас множеством благословений. Космос был создан мной, божеством. Ты не можешь поставить меня первым или последним. Я оба. Мои представления о вас верны и могут принести вам успех, а не неудачу. Я являюсь источником знаний, опыта и документации. Помните, что вы будете спасены, если публично провозгласите Иисуса Господом и поверите в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых. Будьте оправданы, исповедуйтесь устами и спаситесь, если доверяете тому, что говорит Иисус. Помните об этом для своего сердца. Это может указывать на то, что выбранный вами образ жизни, необходимые вам упражнения и желаемые отношения уже в пути. Помните, что Господь может улучшить вашу ситуацию. Он обладает силой заменить благословение, открыть двери, изменить сердце и восстановить то, что было потеряно. До конца месяца говорю вам, что вы увидите чудеса, которые, кажется, были сотворены Богом. Будьте готовы, потому что Бог собирается осыпать вас двойными благословениями, компенсируя всю боль, страдания и разочарования, которые вы пережили в последнее время. Вся ваша семья, скорее всего, исцелится, и вы сможете получить любовь, исцеление и изобилие, которых заслуживаете. Просите, чего вы желаете, во имя Иисуса, и это будет сделано. Помните, что у вас будет все необходимое, поскольку Господь – ваш пастырь. Когда твоя душа жаждет дружбы, ты можешь найти утешение в Его неизменной любви и доброте, которая будет неотступно преследовать тебя каждый день. Если вам нужно плечо, на котором можно поплакать, идите с Богом, когда чувствуете себя одиноким и неуместным. Обратитесь к Нему, знайте, что Бог всегда на вашей стороне, даже когда все кажется разбитым и безнадежным. В конце концов, свет всегда победит, и эта неделя может быть полна чудесных событий. Неважно, радость или горе, легкие или трудные времена, я буду рядом с тобой. Помощь и направление даются вам, когда я стою рядом с вами. Благословение Божие безграничны, Он может изменить любую ситуацию и принести чудеса в вашу жизнь. Какими бы плохими ни казались дела на земле, примите ее власть и примите возможность лучшего будущего. Возлюбленные, вы любимы Богом в Его стремлении к счастью и изобилию для вас. Он течет к вам, как освежающий душ. Бог хочет исправить и возвысить вас. Все, что украл у вас противник, будет заменено им. Это наполнит вашу жизнь преимуществами, выходящими за рамки вашего сертификата. И если бы Бог мог создать весь мир всего за 6 дней, подумайте обо всем, что Он мог бы сделать всего за 1 день,
чтобы дать вам образование и изменить вашу жизнь. Подчинитесь Ему и увидите чудеса, которые Он будет творить, чтобы получить желаемые вами результаты. Помните, что когда вы верите в Бога, нет ничего невозможного. Его безграничная жизненная сила и элегантность позволяют справиться с любой темой. Следующая неделя может стать лучшей неделей в вашей жизни. Вы вступаете во время изобилия удовольствий, любви и удачи. Бог – ваш писатель, поэтому вы должны подготовиться к Его возможному продолжению противодействия. Слушайте, потому что, если вы обратите внимание, вы войдете во время безграничной любви и изобилия. Произнесение «Аминь» подтверждает, что Господь обещал вам хорошие вещи и просит вас верить в то, что предстоящая неделя принесет вам много радостей и бесценных воспоминаний. Исключительные личности, льготы и результаты, превосходящие ожидания, не оставят без внимания ваши решения. Даже когда вы сталкиваетесь с препятствиями и ограничениями, и если вы принесете свои проблемы Богу, Он поможет вам их преодолеть. Тех, кто хочет причинить вам вред или причинить вам боль, я осуждаю во имя Иисуса. В 2024 году я принесу вам лекарство, и мир тебя защитит Бог. Я знаю, что многие из вас сейчас через многое проходят, но несмотря на стресс, неуверенность, бессонницу и все, что между ними, знайте, что я здесь, чтобы помочь всем, чем смогу. Я превращу ваш стресс в ясность, вашу неуверенность в знание, а ваши беспокойные ночи в мирное омоложение. Моя святая цель для вашей жизни, подобно непоколебимой вере, вы и те, кто вам дорог, получат оптимальное процветание и благополучие. В ближайшие 12 часов произойдет что-то очень замечательное, что принесет вам огромную радость. На горизонте уже не за горами идеальный союз любви, богатства и индивидуального здоровья. Помните, как я люблю узнавать новые факты о людях и как могу удивить их чудесными благословениями. Позвольте себе быть восприимчивым к этим преимуществам и будьте готовы ко всему. Я самый могущественный монарх во Вселенной и обладаю уникальной способностью контролировать все ваши способы существования. Я контролирую все, что я сделал. Дорогой Господь, давайте надеяться вместе, помоги мне осознать, что Ты всегда со мной и что Ты знаешь все о моей жизни. Ваша постоянная поддержка, доброта и безграничная любовь – тоже замечательные качества в вас. Спокойствие и руководство, которые вы мне приносите, очень ценны. Прекрасное приглашение Иисуса Христа, нашего Небесного Отца, я всем сердцем принимаю вместе с вами. Ты создал меня и любишь меня, несмотря ни на что, и за это я вечно благодарен. Я буду вечно благодарен Иисусу за то, что Он умер на кресте, чтобы заплатить за мои грехи, когда мой выбор отклонился от ваших указаний и принципов. Я полностью осознаю это и исправлюсь. Имейте в виду, что ваши финансы, ваши отношения, дела улучшатся. И здоровье. Поверьте мне, потому что я делаю все возможное, чтобы сообщить вам о желаемом прогрессе. Пожалуйста, внимательно рассмотрите мою просьбу и примите мои благословения в свою жизнь. Твое счастье, процветание и успех – вот мои потребности. Впереди у вас целые выходные возможностей. Приготовьтесь к жизни, полной радости, изобилия и успеха, открыв свое сердце для получения моих даров. Я здесь с тобой, бесценный новорожденный, чтобы помогать тебе на каждом этапе твоего пути. Помните об этом,
и я покажу вам путь. Вы имеете право на жизнь в изобилии, поскольку на следующий день я рисую за кулисами, чтобы одним махом улучшить ваше здоровье, отношения и финансы. Это может быть волшебный день. Обещаем сделать этот год исключительным только для вас и ваших близких, так как я всегда использую ваш компонент. Ты никогда не остаешься по-настоящему одиноким. Я клянусь вам от всего сердца бороться с вашими трудностями и успокаивать бури в вашей жизни. Пусть моя радость и спокойствие окутают все твое существо. Желаю тебе огромной радости, отличного здоровья и успехов, превосходящих твои самые смелые мечты, с подарками, которые я приношу тебе, мой драгоценный малыш. Будьте готовы объединить их с уверенностью и признательностью. Даже если вы переживали трудные обстоятельства, ваш любящий Бог все равно мог говорить с вами и осуществлять ваши стремления, потому что Он создал вас. Если вам нужна помощь или Спаситель, я могу быть здесь. Пусть двери небес откроются, чтобы вы могли получить множество благ, которые ждут вас, и все во имя Иисуса. Торжественно клянусь, что с вами и вашими близкими ничего серьезного с точки зрения времени, денег и здоровья не произойдет. Моя любовь сильнее любых трудностей, с которыми ты можешь столкнуться. Надо признать, что это слишком тонко, чтобы выиграть, а не дальнейшие потери, долги и разочарования. Вы вступаете в то время, когда ваши молитвы будут услышаны, и вы обретете прочное процветание и спокойствие. У вас есть потенциал испытать глубокую трансформацию. Я всегда готов направить вас на пути к добродетели, благословению и мудрости, чтобы вы могли учиться на своих ошибках и расти. Моя любовь к тебе нерушима, мое желание принести здоровье и процветание в вашу жизнь. Я никогда не оставлю тебя одного. Я всегда буду рядом с тобой, чтобы помочь тебе добиться великих побед. Я много раз говорил тебе, насколько ты особенный для меня. Чем больше вы отдаетесь любви, послушанию и следованию за мной, тем большие благословения вы получите. Я здесь, чтобы протянуть руку вам и вытащить вас из пропасти, в которую вас погрузили жизненные испытания. Пришло время оставить страдания позади и встать на путь надежды. Сегодня я осыпаю вас своей любовью и миром, которые вам нужны, чтобы встать и двигаться вперед. Я дарую вам силы двигаться вперед с верой и добиться значительных улучшений в своей жизни. Оставьте вину и стыд позади, пусть моя любовь и сила наполнят твое сердце. Я прощаю тебя, прими мои объятия и присоединяйся ко мне в путешествии к новой жизни. Я здесь, чтобы спасти тебя. В этот момент я хочу, чтобы вы осознали свою ценность в моей любви, благословениях и радости, которые я готов предложить вам сегодня. Ты мой сын, моя дочь и заслуживаешь жизни, полной света, мудрости и процветания. Даже когда вы сталкиваетесь с самыми тяжелыми битвами, когда нужда и преследование стучатся в вашу дверь, знайте, что я с вами, чтобы оказать вам необходимую поддержку. Не бойтесь, ваша жизнь и жизнь вашей семьи под моей защитой. Сегодня я дарю тебе самую чистую любовь. Готовы ли вы получить его? Если да, выразите свое согласие в комментариях, написав «Я принимаю это, Господь». Дорогой сынок, дорогая дочь, я хочу, чтобы ты знал, как я горжусь тобой за то, что ты остался мне верен до этого момента. Я наблюдал, как ты все больше и больше стремишься искать связи со мной, приближаться к Божественному.
Это не осталось для меня незамеченным. Мой любимый сын, моя любимая дочь, я заметил твое приближение ко мне, и это повод для великой радости на небесах. Я молюсь, чтобы вы продолжали двигаться вперед по этому пути, и чтобы ваше общение со мной росло все больше и больше. В настоящее время крайне важно, чтобы вы поддерживали это помазание и общение со своим Небесным Отцом, поскольку видео, которое появится на вашем экране ниже, предназначено для назидания и укрепления вашего духа. Нажмите на него сейчас. Я с нетерпением жду встречи с тобой там, дорогой сын, дорогая дочь.